Другим темам пенсионеры теперь тоже обязаны платить налог на имущество. С 1 января этого года в налоговом законодательстве произошли существенные изменения. Подробности нововведений в материале корреспондента телерадиокомпании «Алмазный край» Елизаветы Кочетовой. С 1 января 2016 года в налоговом кодексе произошли изменения. Единое сводное уведомление в этом году получат все налогоплательщики. В документе будут указаны налоги на все имущество, которым гражданин владеет на территории Российской Федерации. Но придет оно по почте в более поздние сроки. В этом году ситуация изменилась. И налоговая инспекция еще не начислила налог за 2015 год. Это будет предварительные сведения, только запланированы на июнь месяц. Рассылка квитанций будет массовая, единая на всей территории Российской Федерации, еще раз хочу сказать. Срок уплаты не позднее 1 декабря. Также 1 января вступила в силу новая глава налога на имущество физических лиц. Налогоплательщик самостоятельно может рассчитать сумму налога согласно кадастровой оценке БТИ от 2013 года. Теперь налог на имущество платится по кадастровой стоимости. Ставки налога теперь местные органы власти не утверждают. Они утверждены единые на всей территории России, и они указаны в налоговом кодексе. Изменения коснулись и пенсионеров с этого года, и они обязаны платить налог на имущество, хотя и не на все. С этого года эта норма права изменилась, и теперь только на один объект на территории Российской Федерации у пенсионера есть право на льготу. Если налогоплательщик, пенсионер, до 1 ноября 2015 года не определил, на какой объект он хочет пользоваться льготой, то есть самостоятельно не выбрал, да, льготируемый объект, то налоговый орган самостоятельно выбирает объект, который самый дорогой по кадастровой оценке, и на этот объект не начисляет налог. Обо всех изменениях налоговая инспекция обещает информировать граждан через средства массовой информации. Также инспекторы напоминают, чтобы спать спокойно, налоги необходимо заплатить до 1 декабря.